Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Талантливых молодых педагогов системы среднего профобразования традиционно со всей республики соберет методический триатлон «Педагогические Альпы-2024». Конкурс пройдет с 24 по 26 января в рамках январского совещания работников образования. Подробнее о предстоящем мероприятии нам расскажут Любовь Афанасьева, заместитель директора Института развития профессионального образования, и Айталина Павлова, преподаватель спецдисциплин транспортного техникума имени Романа Ивановича Брызгалова, победитель метатриатлона «Педагогические Альпы» прошлого года. Любовь Аркадьевна, Айталина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, Любовь Аркадьевна, расскажите немного об истории конкурса, ну и о его главных целях. Ага. Ну, сама игра, она проводится уже несколько лет подряд, можно сказать, ежегодно. Зародилась она в 2014 году и впервые была, опять же, проведена на базе транспортного техникума, как зародители этого мероприятия. И уже с официальным названием «Педагогические Альпы» оно с 2015 года, можно сказать, официально закоренилось и ежегодно проводится вот на базах наших колледжей и техникумов. И вот она сама проводится, вот методический триатлон, то есть получается, да, то есть мы проверяем и, ну, не проверяем, а развиваем таланты и вот личностное саморазвитие наших молодых специалистов по трем направлениям, скажем, да, то есть проверяем, вот, как проводятся уроки, как они проводят внеклассные мероприятия, то есть части воспитания, и вот третье, это уже более стратегическое мышление наших вот специалистов. И вот таким образом мы прокачиваем, скажем, наши кадры. Ну вот подробнее здесь, наверное, расскажет, да, Айталина Александровна, победитель прошлого года. Вот вы с вашей командой, да, принимали участие в метатриатлоне прошлого года, одержали победу. Вот расскажите об опыте участия, как готовились к конкурсу, какие задания вам попались, как вы их решали. Ну, готовились мы к конкурсу вместе с нашими методистами, тренерами, наставниками. Нам они оказали методическую помощь. По трем этапам готовились. Первый этап был это у нас подготовка открытого урока. Второе это у нас внеклассное мероприятие было. И третий этап был создание проекта. Так, ну если первые два этапа мы готовили в стенах нашего техникума, то третий этап мы уже разработали на базе Сунтарского технологического колледжа. Вот. И, конечно же, нам очень помогло то, что мы были сплоченной командой. Вот. И первые и вторые этапы действительно очень большую роль играли, так как является неотъемлемой частью образовательного процесса. И третий этап уже решали совместно, разрабатывали наш проект, и в итоге мы стали победителями. А вот сколько педагогов входит в одну команду? В одну команду входят 3 педагога и 1 тренер, получается, то есть 4 человека. И вот самый их наставляющий, можно сказать, вот старший брат, старшая сестра, даже мама, можно сказать, да, вот это их тренер. То есть 3 человека. На каждом этапе отдельно по одному человеку. То есть они не дублируются. Ну вот, кстати, совсем недавно, да, завершился отборочный этап конкурса. Да. Всего было подано, насколько нам известно, 25 заявок, из которых в финал прошли 10 команд. Вот как определяли финалистов? Да, вот ежегодно меняем. В прошлом году, например, мы давали задание подготовить видеоролик о профессии педагога. А в этом году мы решили пройти другим путем, скажем, да, это было отборочное тестирование на знание русского языка, культуры речи, на знание педагогических и подходов, и психолого-педагогических подходов и компетенций. И вот в результате прохождения вот данного тестирования каждым членом команды по общей сумме вот прошли 10 команд. Конечно, были моменты, когда вот баллы сравнивались, и нам уже приходилось тогда смотреть сроки прохождения. То есть кто раньше закончил, как говорится, тот и проходит. Ну и тоже вот, опять же, при равенстве баллов тестирования смотрели, так как у нас конкурс более педагогический и профессиональный, уже смотрели вопросы по данным направлениям, и там уже по качеству оценивали. Вот хочется узнать у Айталины Александровны, да, насколько сложно проходить отбор, ну и что помогло вашей команде в итоге одержать победу в самом конкурсе? Ну, действительно, подготовка должна быть уже, идти заранее. Действительно, были сложности, но мы с этими сложностями справились. Действительно, в этом году уже я являюсь
тренерам. И надеемся, что наша команда в этом году достойно представит нашу технику. Ну вот финал метатриатлона пройдет на базе транспортного техникума имени Брызгалова. Вот какие испытания ждут участников в финальном этапе? Да, вы уже называли, что это 3 конкурса, также они будут входить в состав. Да? Может быть, какие особенности в этом году конкурса? В этом году, ну, третий этап, он будет, скажем, особенным, да, это проведение педагогического совета, то есть участникам у участников будет возможность вот провести педсовет, то есть все участники, они будут членами, скажем, одного образовательного учреждения, будут даны ситуации, и вот по этой ситуации они на месте уже будут готовиться и защищать на месте, как говорится. Вот кто готов, тот и... Ну, что касается участников, да, хочется узнать про географию, да, из каких районов приезжают для участия в конкурсе педагоги в Якутск, да, на финальную часть. Какие учебные заведения активно участвуют в конкурсе особенно? Ну, они достаточно, в принципе, все активные. Вот, в этом году, например, у нас с Намского района будут участники. С Якутска, опять же, большинство поедут. И принимали участие вот с Алданского района, например, да, объединенного. Но, к сожалению, они вот не прошли. Хотя можно было... и вот с арктических районов будут. Вот, кстати, да, интересно. Они приедут. И вот по баллам, например, мы смотрим, они не в конце, скажем, вот этой десятки, да, в топе, а чуть повыше. То есть вместо у них, по-моему, 4-е или какое-то было по результатам. То есть можно сказать, что у них готовность боевая. И вот нам самим интересно, как это будет. И хотелось бы отметить, что не только вот государственные учреждения наши уже принимают в этом участие. Здесь в числе финалистов также и представители частных колледжей, Якутский колледж инновационных технологий. Так что вот будет интересно. Ну, смотрите, да, Этелина Александровна, в этом году команда вашего техникума также участвует. Как думаете, поможет ли им предыдущий опыт участия, чтобы победить в этом году? Ну, мы сейчас готовимся. Готовимся по 3 этапам. Вот, по открытому уроку проводим тоже внутри техникума подготовительный этап. Действительно, наши педагоги готовы и надеемся, что предыдущие опыты помогут им достойно представить наше образовательное учреждение. Ну вот, кстати, для самих педагогов, да, что дает участие в этом конкурсе, да, какие навыки они развивают, ну и, может быть, открываются какие-то новые двери в профессии. Но это такая площадка будет для обмена опытом, потому что вот при проведении урока им даются разные технологии, которые будут по жеребьевке, скажем, да, вот будут использовать при проведении урока. И, конечно, не все и не везде вот эти, возможно, методы используют, и для них это будет отличный шанс вот посмотреть, что и как проводится, и вот друг у друга поучиться. Обмен опытом большой такой будет. Вот, Этелина Александровна, расскажите, какой у вас был проект, да, с каким проектом вам удалось победить? Так, проект о профессиональном становлении педагога, что необходимо сделать для того, чтобы он реализовал свой потенциал. Действительно, молодому специалисту вначале необходимо помочь, да, вот, и в воспитательной работе, и в методической, и при ведении занятий. Вот. И, конечно же, мы разработали проект, который отражает всю суть работы педагога, и набрали наибольшее количество баллов в сумме 3 этапов конкурса. Вот. И, конечно же, достаточно было сложным этапом, но мы сплотились и сделали достойный проект. Вот, Любовь Аркадьевна, да, расскажите, может быть, какие качества, да, помогают педагогам одержать победу, ну, и, может быть, вспомните какие-то интересные проекты, которые защищали педагоги профобразования на конкурсе. Ну, тут как соглашусь с коллегой Этелиной Александровной, кто хорошо подготовится, скажем, да, тот и более так, с какими, ну, не намерениями, а с каким настроем вот придешь, с такими, можно сказать, поучаствуешь. А из проектов, ну вот прошлогодние хотелось бы отметить
мы примерно оценивали также и возможность участия, продвижения их проектов колледжей на грантовых конкурсах. И в прошлом году сравнялись именно в третьем этапе, где проекты, да, это у нас такой спор вышел и решили вручить 2 номинации лучшие, да, это Сунтарскому технологическому колледжу и Усялданскому техникуму. У них такие уже почти готовые пакеты были, и можно было их сразу чуть подкорректировать и сразу на грантовые конкурсы. В принципе, они могли бы выиграть. Кстати, да, интересно, такие проекты, можно ли с ними пойти куда-то дальше, да, поучаствовать в конкурсе в грантовом, может быть, даже на федеральном уровне? Можно, конечно. И поэтому при подготовке заданий мы это и учитываем, и заранее предупреждаем, чтобы на будущее, чтобы оно не осталось на столе, скажем, бумажно. Куда-то не ушло, да, в темный ящик куда-нибудь. Чтобы стол не было, мы делаем так, чтобы оно продвигалось или хотя бы тиражировалось. Ну и что получит победитель конкурса, какие призы? Так, призы у нас такие, да, призы это как-то слишком узко будет. Во-первых, команде победителю абсолютному, да, вручается переходящий кубок, то есть получается с 2015 года он, получается, переходит, и право проведения уже чемпионата на базе своего колледжа. Также вручаются удостоверения о повышении квалификации участникам и право распространение этого, да, сказала, своего опыта в журнале «Профессиональное образование Якутии», который издает наш институт. И после всех, скажем, немножко корректировок, подготовительных работ, все материалы, подготовленные командой победителям, они могут выйти в журнале. Ну и какие планы на будущее? В каком направлении будет двигаться конкурс? Естественно, это, опять же, отличная возможность для и для руководителей, скажем, посмотреть, да, по своим кадрам. Также отличная возможность, есть у нас Ассоциация молодых преподавателей профобразования республики, это для нас отличная возможность посмотреть для себя активных членов набрать, да, и также в рамках планируем провести переизбрание председателя действующего, да, и уже посмотрим на новое дыхание, по-новому, как команда будет продвигаться вперед. Возможно, там какие-то новые программы, новые идеи будут. Все к лучшему идет. Ну что ж, Любовь Аркадьевна, Элина Александровна, большое спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успешного проведения конкурса, и прекрасной дальнейшей подготовки. И пожелаем удачи участникам. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.